Тот, кто держит миры и управляет вселенной, способен сосчитать каждый волос на вашей голове. Ваши нужды не безразличны ему. Бог рядом. Доброго дня, дорогие слушатели! Вы слушаете программу «Бог рядом». И в эфире с вами сегодня Виктория и Александра. Мы очень рады, что вы слушаете нас. Уже несколько эфиров мы говорим о том, что Бог сегодня в наше время находится рядом с человеком и что Он заинтересован в нашем счастье. Вот мы хотели бы услышать и от вас также, дорогие слушатели, как вы ощущаете Божье присутствие рядом. Об этом вы можете писать нам в комментариях, и мы будем очень рады видеть ваши опыты. Александра, вот мне хочется, чтобы ты поделилась со всеми нами, с какими людьми тебе нравится общаться и какие качества ты ценишь в людях. Ты знаешь, Вика, меня всегда привлекают, наверное, как и всех людей, привлекают добрые люди, да, открытые, у которых я могу чему-то научиться. Но самое главное качество, которое вот мне очень нравится, которое я ценю, это искренность. Когда ты можешь поделиться чем-то с человеком, ну, может быть, не совсем позитивным из своей жизни, и ты понимаешь, что он не расскажет об этом кому-то, а вот не будет, в общем, с его стороны какого-то осуждения и критики. Поэтому вот с таким человеком приятно общаться. Мне кажется, что искренность — это какое-то вот небесное качество, и нам не хватает здесь, на земле. Интересно, как много людей сегодня задаются вопросом, какими качествами обладает Бог, какой Он собеседник. Ну да, интересно, вообще задаются ли люди вопросом таким сегодня. Но мы хотим поговорить с вами сегодня и об этом. Какими качествами обладает наш Бог? Вот, Вика, а как ты думаешь, откуда человек вообще может узнать об этом? Google подскажет или какие-то другие Ну, я думаю, что приложения? Google направит на Библию. Мгм. Это основной источник, где мы узнаем о Боге. А также человек может черпать эти знания из природы, как Иисус Христос также учился, Он наблюдал, и все знания Он черпал методом наблюдения. Мгм. Он очень красиво говорил и излагал, что мы плоды, он лоза, и по-другому не может быть. Ну да, у него Это очень- много, точнее, немного, а все уроки, да, основаны на природе, природных явлениях, Да. поэтому... Наблюдая за природой, мы Мгм. можем также многому научиться, познать Бога. Я думаю, что качество нашей жизни зависит от правильного понимания Бога. Потому что так или иначе человек в своей жизни сталкивается с каким-то знанием о Боге. Вот. И если человек представляет себе Бога как злого дядю, которого нужно чем-то задобрить, там сделать как можно больше добрых дел, то, наверное, и жизнь этого человека будет, ну, такой не совсем глубокой, наполненной, будет вот в страхе в каком-то, да, вот не в непонимании, а кто же вообще там наверху находится и что мне нужно сделать. Вот, поэтому очень важно знать, какими качествами обладает Бог, чтобы наша жизнь была полноценной, чтобы мы могли выстроить с Ним отношения, чтобы мы понимали, что Он ищет нас. Не просто мы тут должны заслужить, да, Его какого-то благорасположения, а Он сам ищет нас. Поэтому о том, каким Бог представлен в Библии, мы и поговорим сегодня в нашей передаче. Да, но прежде мы приглашаем вас послушать песню, которая называется «Его взгляд». Каждый взгляд, как зеркало, внутренний мир отражает. Как печально порой, когда видишь, что там пустота. Но есть люди, от взгляда которых душа замирает. В
тех добрых глазах мы, как в книгах, находим себя. Среди множества взглядов один для меня всех дороже. Будто солнце лучи, проникает он в бездну души. Самый пасмурный день от него станет самым погожим. Видит он наперед, где реалии, где миражи. Нет, не забыть никогда мне этот взгляд, полный любви, силы огня. Он улыбнется тогда, когда душа плачет навзрыд, в нем тишина. Этот взгляд мне знаком, как ребенку знаком голос мамы. Я без слов понимаю, о чем он сейчас говорит. Присмотревшись порой, в нем увидишь душевные раны. Он, поведав о них небесам, мой покой сторожит. Нет, не забыть никогда мне этот взгляд, полный любви, силы огня. Он улыбнется тогда, когда душа плачет навзрыд, в нем тишина. Я о многом забуду, я многих, наверное, не вспомню. Но есть то, что я в памяти трепетно буду хранить. Это взгляд, устремленный в небесную высь, прямо к Богу. Папа, я благодарен, ты веру мне смог подарить. Мне очень нравится эта песня. В ней несколько смыслов. И когда я ее слушаю, то я думаю о том, как Бог смотрит на нас. Вот там каждый взгляд, как зеркало, внутренний мир отражает. И вот когда представляешь себе Христа, как Он смотрел на людей, когда вот к Нему женщину в прелюбодеянии привели, не было ни капельки злости, ни какого-то осуждения, вот наоборот, желание поднять, желание помочь. И вот этот взгляд, вот если его, наверное, держать всегда у себя в голове, и когда ты ошибаешься, тоже вот как-то представлять себе вот этот Божий взгляд, или когда там Петр, да, предал Христа,
тоже как на него Господь посмотрел. Вот я думаю, что этот взгляд всегда будет нас поднимать и помогать вот нам проходить наши трудности. Поэтому это вот очень такая многогранная песня, скажем. Спасибо, Александра. Да, и мы говорили, что о Боге можно узнать и из природы, и Библии. Но вот, Вика, я знаю, что ты знаешь, что есть несколько таких моментов, принципов, что ли, да, чтения Библии. Могла бы ты рассказать об этом? Да, первое, что очень важно понять, что Библия — это не просто обычная книга. И она вдохновлена свыше, самим Богом. Поэтому, чтобы правильно понять то, что там написано, важно обратиться в молитве к Богу за помощью. Мгм. Да, второй принцип лучшего понимания Библии — это понимание того, что Библия — это не просто книга для всех людей. Она как бы для всех людей, но и для каждого лично. Мгм. Если открывать ее с осознанием, что Бог хочет сказать что-то лично тебе, Это то письмо тебе именно, да, то книга. многие истории, тексты, да, какие-то поддерживающие тексты, они будут касаться вот именно глубин души. То есть если мы не просто будем читать вот так, как историческую книгу, допустим, да, как письмо для тебя, то я думаю, что Господь коснется сердца. Самое главное, читая Библию, иметь правильную цель — встретиться с Богом Библии на ее страницах. Священное Писание говорит в Евангелии от Иоанна, 5 глава: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне». Да, вот здесь Иисус говорит, что Писание, да, то есть Библия, которая у нас есть сегодня, свидетельствует о нем. И получается, Библия на самом деле открывает нам Бога. Вот самое приятное во всем этом, что когда мы узнаем Бога, когда мы больше о нем читаем, то и наш характер начинает преображаться. Нам тоже хочется быть похожим, да, на Бога. Вот как-то неожиданно для себя мы начинаем меняться, потому что есть закон, который говорит, что на что мы взираем, в то мы и преображаемся. Потому что если смотрим сериалы, читаем романы, детективы, Такая сплетни, наша и жизнь новости, будет. да, то этим мы наполняемся, и этим как бы мы и делимся потом, получается. А если мы смотрим на что-то вечное, на великое, на мудрого Бога, то и вот внутренний мир наш тоже хочет видеть это в людях, хочет видеть там уже добро в человеке, да, не больше его критиковать, осуждать, а вот как-то по-другому на него смотреть. Мгм. Поэтому вот. Библия очень многому учит нас. И вот если своим опытом поделюсь, мне Библия помогла справиться с обидой. Вот в моей жизни мне причинили очень большую боль, и мне было Мгм. очень трудно простить, и даже от этой обиды пошла ненависть. Я помню, как мне было тяжело, и я просто испугалась этого чувства, и только Бог мне помог справиться, отпустить, и Он освободил меня именно от обиды и от этой ненависти. Мгм. Именно в этот момент я читала Библию, и я как будто освобождалась. Мгм. А как это происходило? Ты молилась об этом, что Бог тебя освободил? Или же, Да. ну вот как, я думаю, если кто-то слушает нас с похожим чувством, вот думает, как же ж это все происходит? Да, конечно, и с молитвой. Я Мгм. просила Бога, чтобы Он и меня простил, и я смогла простить человека. И Бог дал тебе вот это Да. другое чувство, Да, да? да. Чувство Он дал прощения уже. свою любовь. То есть через любовь мы и прощаем все Мгм. обиды. Да, удивительно. На самом деле Бог работает в нашей жизни. Главное нам быть открытыми для Него. И вот хотели бы немножечко поговорить с вами о том, что Библия начинается со слов, которые знают, наверное, все. В начале Бог. И как бы все понятно, да, в начале там Бог сотворил небо и землю, и потом идут перечисления, что в какой день.
Вот. Но, к сожалению, наш русский перевод не совсем полно отражает смысл оригинала. На иврите это два слова — решаив, элохим. Решаив переводится как изначальный, главный, прежде чего-либо еще. То есть Библия говорит, Библия, наоборот, не говорит «в начале сотворил Бог», она говорит «в начале, прежде чего-либо еще, есть Бог». То есть Бог в самом-самом начале всего. Да, немножечко даже другой смысл получается. Мгм. Да, вот если очень так обращать на это внимание, задумываться над тем, какие написаны слова, очень глубокая мысль, да, Мгм. открывается нам. Ведь действительно Бог был прежде всего. Даже невозможно представить себе, да, такого Бога. Ну, Но вот как ты думаешь, можно ли нам, людям, узнать вообще, кто есть Бог? Вот как его охарактеризовать каким-то одним словом? Вот. ну, нам сложно, конечно, но я думаю, что можно. И Мгм. вот для сравнения, когда мы называем какое-то слово, там, лошадь, ручка, шпинат, мы имеем представление, что это живое существо или неживое, для Мгм. чего Как оно, выглядит, да? да, для чего оно нам нужно, как мы можем его использовать. А вот когда мы слышим слово Бог, что вы думаете, дорогие слушатели? Какие у вас мысли появляются, когда вы слышите о Боге? Было бы очень тоже интересно. Да, если бы вы написали Да. нам. А, В Библии мы также читаем, что Бог бесконечен, да, Он безграничен. Кажется, нашим ограниченным разумом мы ведь и не можем познать, да, этого Бога. Это как, например, попросить комара объяснить работу компьютера. Ну вот, кажется, что это вообще не имеет никакого смысла. Священное Писание говорит: «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его неисследим». Написано это в Исаии 40 главе. Можем ли мы вот действительно понять Бога, Его пути, дорогие друзья? Да, в этой главе еще там до этого текста много тоже характеристик Божьих, что Он вездесущ, нет начала, ни конца. Когда мы читаем другие тексты Библии, мы тоже это видим. Когда Он знает все, Он знает конец от начала, Он есть альфа и омега, начало и конец. Кажется, как вообще это может быть? И как такого Бога можно познать? Но есть одна история об одном человеке. Мы сейчас ее кратенько так расскажем о Моисее, который попросил, чтобы, Мгм. да, Бог показал ему себя. И вот что Бог ему показал вообще. И Моисей попросил Бога: «Покажи мне славу свою. Я хочу знать Тебя. Позволь мне увидеть Тебя. Я хочу знать, с кем я разговариваю». В этой истории Господь не показал свое лицо, но он немного открыл своей славы, после чего Моисей, от него исходило свечение, Мгм. и ему понадобилось даже накрывать свое лицо. Вот. И в Библии также было сказано, что от лица Господа другой человек вообще мог бы умереть. Мгм. Если увидел, Да, да. да. И я думаю, что Господь, даже если не показал ему, но он много ему ответил. Моисей не увидел много. Он просто услышал голос, говорящий: «Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в 1000 родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до 3-го и 4-го рода». Исход 34 глава. Да, на самом деле это очень
такая глубокая характеристика. Бог сам говорит о себе, да, не просто Мгм. он открылся, там, допустим, пророку, и пророк говорит, а Бог говорит сам о своем характере. И получается, если мы хотим узнать Бога, если мы просим, чтобы Он показал нам себя, то Он явно не покажет нам свое лицо, потому что в этом нет смысла сейчас. А Он хочет рассказать нам о своем характере. И вот когда мы смотрим на Библию, то мы понимаем, что лучшим отражением характера Бога стала жизнь Иисуса. И когда я слышу слово Бог, вот ты спрашивала у слушателей, мне кажется, что я всегда вспоминаю какую-то историю, вот, связанную с Иисусом, вот как мы говорили Мгм. про песню «Его взгляд», какой-то взгляд Бога на какую-то ситуацию, на которую человек бы там осудил, побил камнями и все сказал «нет, все, не хочу слушать». А Бог Мгм. всегда как-то вот возрождает, хочет поднять нас, помочь. Вот что-то такое у меня ассоциируется когда слышу слово Бог. Мгм. И вот именно для того, чтобы мы познали характер Бога, Он послал Иисуса на нашу землю и послал не в божественной природе, потому что мы бы не смогли на него смотреть. Иисус пришел в человеческой природе, и Он открыл нам о Боге ровно столько, сколько мы сможем постичь Мгм. нашим мышлением. В первом послании апостола Иоанна в 4 главе написано: «Кто не любит, тот не знает Бога, потому что Бог есть любовь». И это вот тоже, наверное, одна мысль вот в Новом Завете, которая говорит тоже о Боге, да? Бог есть любовь. И вся жизнь Иисуса, вот как ты говорила, что Он пришел, чтобы показать характер Бога, вся жизнь Иисуса говорит нам об этой любви. И когда я смотрю на крест, как Иисус принял на себя мою смерть, когда я еще его не знала и знать не хотела, да, М. а, эта смерть вообще покоряет мое сердце. Она говорит мне о том, что моя жизнь цена для Бога. И ваша жизнь, дорогие слушатели, цена для Бога. Вы можете думать, что кто я такой, и вообще, может быть, ваша самооценка очень низкая, и вы думаете о себе как-то очень плохо, но знайте, что Господь любит вас, и Он гораздо выше ценит вас даже, чем вы сами. Поэтому не унывайте. Да, Вика даже скажет, почему. Мне очень понравилось одно сравнение, я всегда о нем вспоминаю, что мы для Бога жемчужины. И мы Мгм. можем находиться в разных местах. У кого-то жемчужина в колье, Мгм. может эта жемчужинка еще где-то быть на глубине океана. Тоже Вот, нужно да, достать, омыть, да. да, да. Поэтому Господь нас всех любит. В Библии написано: «Ищите лица моего». Бог призывает всех нас искать Его. «Если взыщете меня, я позволю вам найти меня». Да, мне очень нравятся эти тексты. Ищите лица моего, да. То есть, несмотря на то, что Бог безграничен, вездесущ, Он мудр, да, мы даже не можем себе представить, насколько Он все знает, но Он говорит, что мы можем все-таки что-то понять о Нем, да, и поэтому это для нас обещание: ищите лица моего. И вот если взыщите меня, только вопросы вот, как можно взыскать Бога? Вот что бы ты сказала, Вика? Как можно вот нашим слушателям подсказать? Думают, ну вот в защите Бога, где его искать? Как это вообще делать? Но если из моего опыта, Конечно, только из твоего. я обращалась и просила, чтобы Господь, правда, мне открылся. Мгм. Я молилась и просила Его: «Господи, открой мне истину, научи меня». И Господь это все дал. Мгм. Вот. Да, и я к тому спрашиваю, что на самом деле не все так сложно, как мы думаем, да, не обязательно идти искать какого-то высокодуховного человека, там, проповедника какого-то Господь вот. сам пошлет. Да, да, Господь говорит: вы станьте на колени, обратитесь ко мне. И если вы искренне, то я вам все дам. Все Да. у вас получится. И у Бога
Именно вот так все работает. Чем больше ты ищешь его, тем больше он позволяет тебе познать его любовь. Чем больше мы понимаем его любовь, тем больше в нас веры, любви и доверия. Мы Ну да, преображаемся. это как с другом, да, сразу же ты не можешь все Мгм. узнать о человеке, поэтому чем больше ты общаешься, тем больше ты узнаешь. Так и с Господом получается. Мгм. Вот поэтому, наши дорогие слушатели, мы хотим, чтобы вы запомнили эти 3 слова, что Бог есть любовь, потому что это очень важно. Сегодня есть тот, кто хочет сбить нас с толку, кто хочет сказать, что тебя никто не любит, и ты никому не нужен, если какие-то у вас проблемы еще в жизни, да, если вас оставили друзья, родители, и вы думаете, все, я вообще никому не нужен, то знайте, что Богу вы нужны. Потому что есть дьявол, который от начала сеет сомнения в сердцах людей о Боге. Вот. Но Бог сказал в своем слове: «Я возлюбил тебя, я отдал за тебя свою жизнь». А сатана говорит: «Нет, он тебя не любит». Но это без доказательств, Мгм. абсолютно. Поэтому от нас зависит, что мы выберем. Положиться на Бога, если мы начнем читать Библию, мы видим много текстов, что Бог нас любит. И важно очень не полагаться на наши чувства. Потому что вот сегодня я, общаясь с подружками своими, вижу просто, как рушатся семьи, потому что они основаны на чувствах. Чувства прошли, появились к какому-то другому человеку, и человек думает, что, ну, если чувств к тебе нет, то значит, я поворачиваюсь к другому. Хотя там уже и детки есть в семье. И вот я не могу понять, как вообще можно вот уйти. Даже могут чувства к себе Да, появиться больше, человек начинает больше себя любить, и это тоже разрушает отношения. да, поэтому нам очень важно, вот и у меня в жизни такое бывает, когда вот ходишь, и кажется, вот, что Бог тебя не любит. Ну вот кажется, и все, и какие-нибудь еще косяки там, не знаю, проблемы, одно, второе, третье. Но я потом становлюсь, просто остановитесь, да, на путях ваших. Думаю, так, стоп, какие доказательства, что Бог меня не любит? Никаких. Открываю Библию, начинаю читать, начинаю наполняться Словом Божьим и понимаю, что и эти мысли, какие-то негативные чувства, вот, что тебя Бог не любит, они просто уходят. На самом деле все не так сложно, да. Главное не сильно углубляться и копаться там в своих Я вот могу этих вот даже мыслях. сказать, что вот на днях одна наша сестра прислала мне сообщение, которое она рассылает тоже многим сестричкам, таких вот вдохновленных о любви Божьей, Мгм. что она вот через это сообщение напомнила, как Господь любит. И вот именно в этот момент она также поддержала, когда мои силы уже ослабевали, когда очень много каких-то проблем, дел, ты устаешь и правда начинаешь эту любовь, ну, не чувствовать Мгм. от усталости. И Господь видит это и присылает вот это вот сообщение через сестричку, Ободрение, да. да. Поэтому Иисус пришел, чтобы показать Отца. Даже есть история, когда Филипп, ученик Иисуса, просит его, говорит: «Господи, покажи нам Отца, да, и довольно для нас». А Иисус отвечает ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца?» Эта история записана в Евангелии от Иоанна, 14 главе. И получается, Иисус не говорит, что у Отца такой же рост, такой же вес, такое же лицо, да, такая же одежда. А он говорит, что неправильно думать, что Отец — это строгий, взыскивающий судья, как сегодня многие думают. Мгм. А Иисус вот он любящий, вот он пришел, он всех простил. И вот все равно какое-то такое получается, что Бог, он какой-то не одинаковый. Но мы читаем в Библии, что Бог, он един. И вот исходя из этого текста мы понимаем, что Отец такой же, как и Иисус. И где-то слышала мысль, что если бы Отец Небесный пришел на землю ради нас, то история повторилась вплоть до слова, дела и мысли, и взгляда. То есть все было бы идентично. Поэтому у нас нет Мгм. сомнений, что Отец такой же, как и Иисус, любящий и прощающий. Потому что ведь это Он послал вообще, да, Иисуса ради нас. И сейчас вот мы хотим сказать о самой главной мысли нашего эфира. Когда вы знаете, что Бог есть любовь,
мы понимаем, что все, что делает Бог, что Он говорит, это есть любовь. И скажите, вам захочется слушать такого Бога, идти за таким Богом? Когда мы говорим о законах, о принципах жизни, которые Бог говорит исполнять, о 10 заповедях, то знайте, дорогие слушатели, что это все о любви Его. Если Бог решил сказать нам об этом на страницах своей книги, то значит, к этому стоит прислушаться. Мгм. И как написано вот в одной из первых 5 книг, книги Второзакония, путь послушания Богу — это путь благословений, путь жизни. Поэтому если мы избираем путь Божьих повелений, да, вот то, что Бог говорит, то наша жизнь будет жизнью благословенной, потому что Библия говорит только правду. Вот в начале эфира ты делилась качествами, которые ты ценишь в людях. И вспоминая сейчас их, я могу сказать, что в нашем Боге точно есть все эти качества: доброта, отзывчивость и, самое главное, вот эта вот искренность, что нам не хватает этой Мгм. искренности. Да. Вот. И желание сохранить нашу репутацию тогда даже, когда мы рассказываем ему о негативных вещах в нашей жизни. Поэтому мы очень желаем, чтобы Господь благословил вас, наши слушатели, чтобы вы узнали вот Бога, который есть любовь, потому что, по сути, в этом смысл всего, да. Нам не нужно узнать там о всех, не знаю, учениях, там, даже если мы ничего не будем знать, но мы будем просто знать какую-то историю об Иисусе и о том, что Он есть любовь, то тогда уже ваша жизнь начнет меняться, и качество в вашей жизни гораздо улучшится. Мы желаем вам этих изменений, чтобы в вашей жизни было больше Божьей любви, и она влияла на ваши сердца, преобразовывала вас. Да, и в завершение мы хотели бы предложить вам послушать стих «Я хочу научиться любить» Анастасии Мурашкиной. Я хочу научиться любить, вопреки всем устоям старинным, когда ранят себя забыть и добро проявлять как к невинным. Я хочу научиться любить, даже если мне дали споткнуться, и, вставая, благодарить, но не плакать, а лишь улыбнуться. Я хочу научиться любить, так любить, чтобы злые упреки никогда не могли воскресить во мне страхи, а в ближних пороки. Я хочу научиться любить тех, кто предал меня и оставил, и словами надежды покрыть горечь всю человеческих правил. Я хочу научиться любить, когда резко, бесцеремонно мне вдруг правду начнут говорить, без сочувствия, неблагосклонно. Я хочу научиться любить, пусть мне узость ума пророчат, все твердя, что пора прекратить их познание мира порочить. Я хочу научиться любить и взамен ничего не ждать, безвозмездно любовь дарить и дальше идти продолжать. Я хочу научиться любить на коленях за близких и дальних и у Бога в молитве просить за уставших, больных и печальных. Я хочу научиться любить. Верю, в этом мне Бог поможет. Он не даст мне любовь отпустить, и желание мое приумножит. Тот, кто держит миры и управляет Вселенной, способен сосчитать каждый волос на вашей голове. Ваши нужды не безразличны ему. Бог рядом.